Добрый день, с вами передача «Акцент» на портале esia.ru. Сегодня у нас в гостях директор медицинского института Северо-Восточного федерального университета Николай Михайлович Гоголев. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Михайлович Гоголев, директор медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Родился в 1966 году в Якутске. В 1991 году окончил медико-лечебный факультет ЕГУ. С 1999 года работает в университете. С 2006 года заведующий кафедрой хирургии медицинского института. С 2009 заместитель директора медицинского института по клинической работе. В 2016 году избран ученым советом СФУ директором медицинского института. Николай Михайлович, скажите, пожалуйста, в этом году отмечается 60-летие высшего медицинского образования в Якутии. Как сейчас обстоит дело в этом направлении? Ну, медицинское образование за 60 лет произошли очень большие изменения. И у нас в медицинском институте, если раньше это начиналось только с одного лечебного отделения, то в настоящее время в медицинском институте 6 направлений подготовки только по специальности. Это лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, медико-профилактическое дело и высшее сестринское отделение. Кроме того, идет подготовка по специальностям ординатуры. 31 специальность ординатуры. А сколько студентов обучается? Всего у нас обучается около 1700 студентов и ординаторов, магистрантов. Вот сейчас наиболее актуальным для университета является вопрос востребованности. Вот как обстоят дела у вашего института с трудоустраиваемостью специалистов? Трудоустраиваемость специалистов медицинского профиля — это и специалисты, ординаторы, магистранты, бакалавры. Мы можем похвалиться тем, что у нас практически 100% трудоустраиваемость, потому что востребованность медицинских кадров в республике и вообще в России очень высокая. Надо признать, что благодаря работе Министерства здравоохранения и Министерства образования потребность, хотя и есть, но все-таки высокое соотношение врачей по всему Дальневосточному округу. А вот многие ли выпускники соглашаются поехать в районы работать? Ну, ввиду того, что наше правительство ввело такие очень популярные методы, как земский доктор, земский фельдшер, в последнее время отмечается то, что врачи, медики, что с высшим образованием, что с средним образованием, с охотой едут в районы, особенно в сельскую местность, и работают там по своей специальности. Ну и надо признать, что в последние годы именно очень увеличивается доля поступающих по целевым направлениям, и в этом отношении вот эти ребята после окончания едут в те места, откуда получили целевые направления. А вот что касается тех, кто остается в городе, вот в скором времени будут введены 2 больших медицинских объекта, перинатальный и онкологический центры. Ваш институт готов обеспечить их специалистами? Перинатальный центр у нас уже в течение 3 лет Министерство здравоохранения делает свой заказ. Именно по специалистам. Это подготовки интернатуры и ординатуры. Значит, кроме того, отправляет их в центральные высшие учебные заведения наших выпускников. Поэтому я считаю, что перинатальный центр в принципе будет уже оснащен в достаточной мере уже квалифицированными кадрами. Что касается онкоцентра, то надо сказать, что тоже Министерство здравоохранения в этом отношении в основном подготавливало в центральных вузах. Но в этом году мы получили лицензию на подготовки по онкологии,
И буквально в марте месяце приезжала большая комиссия Министерства образования, Минздрава, смотрела возможность подготовки у нас и без единого замечания дало нам лицензию на подготовку именно по онкологии. Поэтому по онкологии мы уже будем готовить у себя. А вот помимо этого, какие планы у вас насчет новых образовательных направлений? Ну, надо сказать, что вообще медицина — это вроде бы и такое сейчас, если смотреть, быстро движущее развитие наука, но в то же время она достаточно консервативная. Поэтому новые направления — это, значит, в основном не будут касаться именно врачебных кадров, хотя сейчас происходит изменение, это первичная аккредитация специалистов. В прошлом году мы в числе первых медицинских вузов провели аккредитацию по стоматологии, по фармации, провели очень успешно, у нас практически 100% прошли аккредитацию как специалисты. В этом году у нас уже выпускается лечебное отдело, педиатрия, медико-профилактическое отдело. Они будут уже аккредитованными специалистами, то есть они будут готовы работать на местах в качестве участковых терапевтов, участковых педиатров и по эпидемиологов. Но в плане вообще новых открытий специальностей в этом году мы защитили 8 специальностей ординатуры, лицензии. И сейчас очень большой упор делается на непрерывное медицинское образование. И тоже в этом отношении проводится очень большая работа с размещением образовательных программ, чтобы врачи могли посмотреть, какие образовательные программы им подходят, и могли учиться как дистанционно, так и очно. И в этом отношении очень большую роль играет наш симуляционный центр, аккредитованный в Росмедобре. И он является одним из лучших на Дальнем Востоке. И сейчас наш ректор Евгения Исаевна выделила площадь для расширения этого центра. Буквально вот на днях мы уже поступает оборудование, необходимое для проведения именно симуляционного обучения и аккредитации специалистов. Так, а вот в скором времени начнется приемная кампания в университете. Сколько мест в этом году бюджетных у мединститута и большой ли конкурс будет? Ну, надо сказать, что ежегодно конкурс очень высокий. В этом году у нас бюджетных мест Российской Федерации по всем 6 специальностям 215. Ну, основное это, конечно, лечебное отдело 95 мест, педиатрия 50 мест, стоматология, фармация и медико-профилактическое отдело это примерно по 20 мест. И высшее сестринское отделение. И надо сказать, что конкурс медицинский институт в принципе всегда остается довольно высоким, но все зависит от специальности, которую выбирают. Самый большой конкурс, ввиду того, что мало мест, это стоматологическое отделение. И постоянно примерно 3-4 человека на место — это лечебное отдело, педиатрия. Но вы, как понимаете, есть снижение рождаемости, именно вот сейчас 99-й год будет поступать. В прошлом году считался пик низкой рождаемости, поэтому конкурс был немножко ниже. И этот год тоже будет конкурс не такой уж большой, но стабильно на медицинский институт 3-4 места. И все, конечно, зависит от сдачи единого государственного экзамена по его данным, по правилам приема, которые утверждаются еще в марте месяце.
осенью, потом окончательно утверждается уже в марте месяце, они уже вывешены на сайте, и там уже никаких изменений уже не будет. В этом году нижние границы, по которым мы принимаем документы, они немножко снижены в этом году. Но это сделано для того, чтобы увеличить конкурентность и чтобы увеличить прием, значит, студентов, абитуриентов, ребят, которые хотят связать свою жизнь с медициной. Николай Михайлович, спасибо за ваши ответы. Это была передача «Акцент» на портале isia.ru. До свидания.